Если все, к чему мы привыкли, питает не нас, а раковые клетки, то что же тогда вообще можно есть? Чем это все заменить? И чем вообще питаться, если мы хотим как можно дольше оставаться молодыми, энергичными, стройными и здоровыми? Если досмотрите этот ролик до конца, то узнаете, чем заменить привычные, но очень вредные продукты. Первое. Маргарин и рафинированные растительные масла, которые губят наши сосуды и приводят к инсультам и инфарктам, как оказалось, заменить сложнее всего. Не потому что не существует замены, а потому что очень тяжело менять годами устоявшиеся привычки. Отличный выход подсказывает йога, точнее ее раздел аюрведа, в которой самым лучшим маслом для приготовления блюд считается масло ги или гхи. Звучит экзотически, но на самом деле это хорошо нам знакомое топленое масло, просто приготовленное особым образом. Суть в том, что топить масло нужно на медленном огне, аккуратно собирая пену. Кроме того, убираем хлопья, которые образуются в самом конце. Средняя фракция и есть нужное нам масло ги. Оно насыщенного желтого цвета с приятным ореховым запахом. И вот это масло можно хранить даже без холодильника. Готовить на нем совершенно безопасно. Мало того, это замечательное лекарственное средство и для желудка, и для кожи. И сегодня оно есть в магазинах каждого города. Напоминаем, нерафинированные растительные масла первого холодного отжима тоже должны быть на вашем столе, но в небольшом количестве и только в сыром виде. Второе. Жевательную резинку, которая портит пищеварение и даже способствует понижению умственных способностей, в конце ролика мы поймем почему, можно легко заменить забрусом, продуктом пчеловодства или даже обычным пчелиным воском. Наши предки для здоровья зубов с давних пор использовали смолу хвойных деревьев, особенно полезна кедровая. Недаром сибиряки отличались крепкими и здоровыми зубами и белоснежной улыбкой. Можно заменить хвойную смолу комедию, смолой фруктовых деревьев, сливы, вишни, абрикоса или просто перестать чавкать как жвачное животное и ничего ничем не заменять. Как вам вариант? Третье. Майонезы и кетчупы. Майонез, содержащий вредные трансжиры, легко заменить ореховыми и творожными соусами, сметаной, кефиром. Кетчуп, в котором зашкаливает сахар, меняем на домашние томатные соусы. Польза двойная. Во-первых, исключаем сахар. Во-вторых, в томатах, прошедших мягкую тепловую обработку, особенно много ликопена, антиракового и омолаживающего вещества, антиоксиданта, которое улучшает иммунитет и ускоряет обновление ткани. Четвертое. Чипсы, картофель фри – типичная мусорная еда, которая очень быстро зашлаковывает организм. От них надо просто отказаться раз и навсегда. Но если очень хочется похрустеть, можно заменить на сушеные чипсы из водорослей или из белых грибов. И то, и другое средство, предупреждающее развитие рака. А сейчас в магазинах можно найти даже яблочные, свекольные или морковные чипсы. Пятое. Сладкие газированные напитки, содержащие огромное количество сахара, тоже нужно исключить навсегда. Лучшая замена – чистая вода. Можно свежевыжатые овощные и фруктовые соки, но не увлекайтесь, на фруктах легко прибавить до 10 лишних килограмм. Еще один отличный вариант – лимонная вода с добавлением небольшого количества меда. Можно сюда же добавить соду. Это еще и прекрасная очистительная процедура для всего организма, включая желудок и кишечник. Шестое. Консервы заменяем сушеными и замороженными продуктами. Сушить можно все. Особенно в специальных сушилках это очень полезно в походах. Вакуумная упаковка также может продлить срок хранения. И витамины лучше сохраняются. И не нужно тащить тяжелые банки. Варенье не варим, вместо этого ягоды перетираем с медом. Прекрасный вариант – быстрая заморозка ягод. Можно использовать хоть весь год. Седьмое. Сахар, конфеты, леденцы – это все быстрые углеводы. Заменяем небольшим количеством меда и сухофруктов. Не увлекаемся, потому что это тоже быстрые углеводы. А вот качественный шоколад с высоким содержанием какао-бобов не только можно, но и нужно ввести в свой рацион. Тоже немного, примерно полоску. Любите сладкое? Ставьте палец вверх под видео, если любите. Но, скорее всего, любите его не вы, а не очень здоровая микрофлора вашего кишечника. Неплохой выход – свежие фрукты и ягоды. Из фруктов налегать можно только на яблоки, и то в меру. Ягоды – это настоящий эликсир жизни. В них есть сахара, но там они находятся в сбалансированном виде. Восьмое. Белая мука, хлеб и выпечка из белой муки. Альтернатива – домашний хлеб из пророщенного зерна. И вкусно, и полезно. Можно просто из свежемолотой муки не первого сорта. Это важно, потому что в рафинированной муке нет ничего живого. Ну и, конечно, закваска должна быть живой, приготовленной по старинным рецептам. Пятое.
Магазинные колбасы заменить можно колбасами домашнего приготовления, а еще лучше вместо них использовать натуральную птицу, особенно индейку, субпродукты, рыбу – все это источники качественного белка. Кстати, о белках. Не забывайте о яйцах, великолепном источнике белка при минимуме калорий. Мифы о холестерине якобы из яиц давно развеяны, но увлекаться не надо ни в чем. Вегетарианцам подойдут орехи и бобовые, особенно чечевица. 10. Кофе и кофейные напитки. Заменить легко так называемым зерновым кофе и даже кофе из корней одуванчика. Если нужно долго не спать, хотя это не приветствуется, или подстегнуть защитные силы организма, неплохой вариант несколько капель лимонника китайского или элеутерокока. Но это, конечно, разовая процедура. Еще один вариант. Цикорий на вкус и цвет очень похож на кофе, но полностью безвреден для организма. К слову, все перечисленные нами продукты отличаются и тем, что постепенно увеличивают длину теломеров, которые отвечают за наше долголетие. Это именно те структуры, которые в итоге отмеривают срок нашей жизни. А теперь о том, как связано питание и наши умственные способности. На связь мозга с кишечником обратил внимание еще Геродот. Современные ученые выяснили удивительные факты. Первое. Кишечник и мозг в эмбриональном периоде развиваются из одной группы тканей. Второе. Кишечник и мозг соединены самым длинным черепным нервом – блуждающим. Третье. В кишечнике, как и в головном мозге, синтезируются гормоны и нейромедиаторы. Под слизистой оболочкой кишечника обнаружена огромная нейронная сеть, которую, как уже говорилось, называют вторым мозгом. И это не метафора. Более 500 миллионов нейронов и 40 нейромедиаторов – это примерно такое же сложное образование, как мозг кошек. Он передает и обрабатывает тысячи сигналов. А теперь посмотрите на список, который нейробиологи настоятельно советуют исключить для того, чтобы микрофлора всегда была здоровой. Первое. Сладкие газированные напитки. Второе. Алкоголь. Третье. Сдобная выпечка, изделия из слоеного теста. Четвертое. Кондитерские изделия и продукты, содержащие большое количество сахара. Пятое. Жирная и жареная пища. Шестое. Мясные, рыбные и овощные консервы, соленья. Седьмое. Соусы, приправы, специи, кетчупы. Восьмое. Свежеиспеченный пшеничный и ржаной хлеб. Ничего не напоминает? Клинически доказано, что не менее 90% серотонина, гормона счастья, вырабатывается в просвете кишечника, поэтому нарушение работы этого органа ЖКТ неминуемо приводит к ухудшению настроения и грозит развитием депрессии. Джулия Эндерс, автор бестселлера «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», сравнивает блуждающий нерв с телефонным проводом, который соединяет кишечник с отдельными центрами головного мозга. Можно как угодно относиться к бестселлерам, но Джейн Фостер, посвятившая этой теме свою жизнь, утверждает то же самое. Дэниел Друкер, исследователь института Лунифельд-Таненбаум в Торонто, утверждает, что его поразила скорость общения нейронов кишечника с мозгом, почти мгновенная. С тех пор, как в 2010 году нейробиолог Диего Бахоркес из Университета в Северной Каролине обнаружил нейроны в кишечнике, ученые находят все новые удивительные факты связи центрального мозга с его двойником. Иван де Арауха, невролог из Нью-Йорка, утверждает, что нейроны вне мозга прекрасно управляют нашей мотивацией и настроением. А известный журнал Shell опубликовал исследование, согласно которому развитые умственные и творческие способности, а также воображение и навыки визуализации связываются со здоровьем именно этого второго мозга, в то время как нездоровая микрофлора снижает когнитивные способности.